последние годы в республике активно развивается туристическая инфраструктура. Число гостей, посещающих Ингушетию, неуклонно растет. С начала 2024 года регион посетили более 65 тысяч туристов. Ожидается, что внутренний турпоток в республике вырастет на 17%. По погранслужбе то около 200 тысяч туристов – это люди, въехавшие в пограничную зону, в Джейрахский район. Это экскурсанты с однодневным визитом. Работа проводится довольно-таки большая, обширная в плане привлечения туристов, в плане того, чтобы турист у нас оставался, ему на последующие года хотелось бы возвращаться вновь и вновь. Комитет по туризму реализует ряд важных инициатив, направленных на привлечение большого числа гостей в регион. На реализацию инвестиционного проекта по развитию всесезонного комплекса Арамхи для строительства 2 гостиниц и гостиного двора вложено внебюджетных 80 миллионов рублей. Одним из ключевых направлений работы стало создание современной туристической инфраструктуры. В регионе активно строятся новые гостиницы, рестораны и кафе, отвечающие высоким стандартам качества. Курорт Арамхи у нас довольно уже активно развиваются разные виды предоставляемых услуг. Вот недавно открылась тюбинговая трасса, которая пользуется большой популярностью, открылась дополнительная точка питания. Там же функционируют и услуги по прокату квадроциклов, конные прогулки. Уже в следующем году должны быть начаты работы по демонтажу старой канатной дороги и строительству новой подвесной канатной дороги. Это увеличение и протяженность горнолыжных трасс. То есть это музеи, это открытые кинотеатры, это вот все развлекательно-досуговые центры мы планируем, и даст Бог, к 2029 году мы все это увидим уже воочию. Важным направлением является также популяризация культурно-исторического наследия региона. Проводятся масштабные реставрационные работы на объектах культурного значения. В Ингушетии насчитывают более 3000 таких объектов. Колоссальную поддержку в этом направлении оказывает Микаил Гуцериев. Фонд «Сафмар» проводит в республике масштабную работу по реконструкции башенных комплексов. В Горной Ингушетии появились новые остановки, беседки, места отдыха в этническом стиле. Где возможно, конечно, мы не можем полный разрушенный делать новодел, но там то, что еще есть возможность сохранить в первоначальном виде, мы, конечно, сохраняем. Планируется все до конца, вся Горная Ингушетия. Пока хватит. Да. Сил пока сил и жизни хватит. Это непрерывный процесс. Пока мы живы, мы будем это делать. Я, Махмуд Али. Это для республики неоценимо. И это, я бы сказал, благодарность, наверное, нашим предкам. Это просто восстановление той исторической памяти наших предков. За 3 года удалось открыть 36 ранее неизведанных исторически важных уголков. Последний из них открыт в конце лета. Это живописный и захватывающий путь к сторожевой башне в Сунжинском районе. Организуются фестивали и праздники, знакомящие туристов с традициями и обычаями ингушского народа. Мои первые впечатления об Ингушетии были замечательные. Я здесь уже 5-й или 6-й раз, и я приезжал сюда с друзьями, и мы все сошлись на мнении, что это такой маленький Дубай. Мои первые ощущения приятные. Я всегда наслышан, потому что я тренер, спортсмен, ваша республика славится спортсменами. Я всегда мечтал побывать на земле чемпионов. Меня переполняют эмоции, потому что я открыл для себя много красивых вещей в горной части Ингушетии, а многое познал о культуре ингушей через еду и людей, которые были очень гостеприимны ко мне. Большое внимание уделяется развитию экологического и активного туризма. Создаются условия для занятий различными видами спорта. Активно продвигается гастрономический туризм, позволяющий гостям познакомиться с национальной кухней Ингушетии. Зарима Ивлоева, Тамара Хашигульгова, Магомед Яндиев, Магаз 24.